Вслед за Вуктылом и Прилузским районом всем муниципалитетам Коми уже скоро придется разработать свои правила содержания домашних животных. Пока лишь на 2 территориях работает такой документ, где четко прописано, сколько, где и каких животных можно заводить в собственной квартире. Между тем, федеральный центр подготовил поправки в закон об ответственном обращении с животными. Впредь именно регионы должны установить нормативы и контролировать, как живется кошкам и собакам по соседству с людьми. Впрочем, культура тех же владельцев собак в нашей республике пока оставляет желать лучшего. Многие до сих пор не соблюдают элементарных правил выгула своих питомцев. Виктория Палкина попыталась нарисовать портрет примерного собаковода. Такие запрещающие знаки стоят на территории всего Кировского парка в столице Коми. Впрочем, именно сюда прогуляться со своим хвостатым любимцем приходят десятки сыктывкарцев. Никаких карательных мер за этими табличками не стоит. В регионе нет ни одного нормативного документа, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собаководов. И большие, и маленькие собаки. Они не читают, наверное. У нас в России что, не принято обращать внимание на это? Некрасиво себя ведут. Общественное порицание ситуацию не исправит точно, только личный пример. В этом уверена сыктывкарка Елена Бекер. Юлика 6 лет назад взяли из приюта. Гуляют с ним вдали от детских площадок и обязательно с пакетиком. Для меня это принципиальная позиция, которой я стараюсь придерживать и приучать свою дочь. В любое время года, зимой, весной, летом, осенью, я стараюсь всегда сходить с пакетиком во двор, в город, если мы выходим, особенно в город, потому что неожиданных ситуаций бывает много. Ответственных собаководов все больше и на ухтинских улицах. Вслед за Игорем Тупчиенко соблюдать правила выгула стали и все соседи. Во дворе теперь гораздо чище, говорит ухтинец. Те же самые люди, которые раньше удивлялись этому, сейчас они уже все так же, кто пакетик носит, у кого специальный такой вот наборчик, который в зоомагазине в любом можно купить с пакетиками, кто обычные пакеты фасовочные. Вот у меня в любой куртке есть пакет. Я спокойно одеваюсь, выхожу. Впрочем, есть и те, кто к такой тенденции гулять со специальными пакетиками относится скептически. Одно дело – чистота улиц, другое – вред окружающей среде от таких культурных привычек. А пакетик-то разлагается сколько у нас лет? Лет, по-моему, больше 100. Я думала, может, газету, какой-то раз подумала, может, газету. Но в газеты будут проблемы, будут рваться, будут выпадать. Поэтому, а вот так-то оно уйдет ведь вот в землю. Поэтому, вы знаете, какое-то у меня такое двоякое мнение об этом. Как бы вот видеть некрасиво, но и осуждать особо вот не могу. Но сама честно исполняю то, что предписано. Прививки сделаны, пакетик собираем и так далее. Пока законодатель не установил нормативы выгула животных, точку в этом вопросе точно нельзя поставить. Частично решить проблему помогут специальные площадки для выгула собак, убирать которые будут дворники. Но пока в Сыктывкаре и в Ухте таких объектов немного. Виктория Палкина, Виктория Науменко, Павел Лагутин, Олег Костромин, телеканал Юрган.